Традиционный уйгурский день ДОПа 5 мая широко отмечается среди уйгуров, проживающих за границей. В Facebook, Twitter, Instagram и других публичных сетях уйгурская молодежь из разных стран в уйгурских головных уборах публикует поздравительные слова ко дню ДОПа. На форумах в социальных сетях известные уйгурские активисты, такие как Долкун Иса, Оркеш Дялет, и уйгурские ученые, такие как Майсам Муталиб в США, а также родители и дети, проживающие в диаспоре, размещали видеозаписи ношения уйгурской ДОПы и озвучивали поздравления. 4 мая Министерство иностранных дел Канады вызвало посла Китая в Оттаве на том основании, что китайский дипломат угрожал члену парламента от консервативной партии Оттавы Майклу Чонгу вместе с его семьей в Гонконге из-за критики в адрес Китая. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила комитету канадского парламента, что замминистра иностранных дел Канады вызвал Сун Пейву, посла Китая в Канаде, и сказал ему, что Канада не допустит такого вмешательства. В настоящее время мы рассматриваем различные варианты, включая высылку дипломатов, заявила Мелани Жоли. Индонезийские власти столкнулись с долговой ловушкой шри-ланкийского типа. Компания, на 40% принадлежащая Китаю, предложила добавить еще 30 лет к своей 50-летней концессии на строящуюся высокоскоростную железную дорогу. В последнем отчете Ники Эйша говорится о новой ударной волне, сотрясающей коридоры власти Индонезии. Согласно новости, объявленной в декабре 2022 года, компания Kereta Cepat Indonesia China, 40% которой принадлежит Китаю, предложила добавить еще 30 лет к своей 50-летней концессии на строящуюся высокоскоростную железную дорогу на Яве. Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского Союза по международным отношениям и политике безопасности, заявил, что Китай нельзя рассматривать как угрозу безопасности Европы в той же степени, как и Россию. Боррель участвовал в панели состояния Союза, организуемой Европейским университетским институтом во Флоренции каждый год. Боррель заявил, что Пекин может иметь большое влияние на Москву и что телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и Зеленским стал позитивным событием. Китай и Пакистан обязались укреплять двусторонние отношения, совместно ускорить строительство китайско-пакистанского экономического коридора и углубить сотрудничество в таких областях, как сельское хозяйство и информационные технологии. Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Цинь Ган в ходе встречи с президентом Пакистана Арифом Алви подчеркнул необходимость укрепления прочной дружбы между двумя странами. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что продажа США оружия Тайваню нарушает принцип одного Китая и 3 подписанных совместных заявления, подчеркнув, что США превратили Тайвань в пороховую бочку. Программа институтов Конфуция, запущенная в 2004 году, вызвала споры, поскольку она работает незаконно в британских университетах в нарушении различных правил и положений, сообщает аналитический центр ISIS. Недавняя серия твитов премьер-министра Великобритании Риши Сунака и заявления других высокопоставленных британских официальных лиц вызвали новый интерес к этому вопросу во всем мире. «Я бы закрыл все 30 институтов Конфуция в Великобритании для Китая», — сказал Сунак.